Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Небо над Абхазией снова открыто. После 32 лет отсутствия регулярного авиасообщения с миром 1 мая в международный аэропорт имени Владислава Ардзинба впервые прилетел рейс компании ЮВТ Аэро из московского аэропорта Внуково. Это событие по своему значению экономическому, так и политическому сложно переоценить. Оценку, и, понятно, не самую благоприятную, сразу же дали в Тбилиси. Протесты оттуда стали доноситься уже в феврале, когда был совершен самый первый тестовый полет. И сейчас, уже после официального первого полета, грузинские власти продолжают заявлять свое якобы несогласие с происходящим в абхазском небе. В частности, министр экономики Грузии Давиташвили на брифинге для журналистов заявил следующее. Грузия осуждает эксплуатацию аэропорта с нарушением международных норм. И это не только наша позиция, ее поддерживает Международная организация гражданской авиации. У нас с этой организацией тесные отношения и сотрудничество. Это противоречит принципам организации, а также закону об оккупации, отметил он. В то же время на вопросы журналистов, которые интересовались тем, как же все же можно пресечь осуществление этих полетов, министр был вынужден признаться, что все рычаги давления уже применены, а протесты сделаны, но реалии игнорировать невозможно. Вот что сказал по этому поводу грузинский чиновник. Все доступные нам инструменты уже использованы. Если определенные санкционированные компании будут выполнять полеты, мы не сможем повлиять на них. Это объективная реальность. Это оккупированная и непризнанная территория, сказал грузинский министр. Международная организация гражданской авиации, понятное дело, номинально выражает согласие с ее позицией по этому поводу. Однако заявления просто остаются заявлениями, а самолеты продолжают летать. Грузия на протяжении многих лет использует все международные форматы для того, чтобы недопустимость международных рейсов с аэропорта, расположенных на оккупированной территории Грузии, оставалась постоянной темой повестки дня. В этом вопросе Грузия пользуется твердой и безусловной поддержкой Международной организации гражданской авиации, говорится в заявлении Агентства гражданской авиации. Президент Абхазии Бадра Гунба назвал возобновление авиасообщения в аэропорту Сухума историческим событием для всей Абхазии. Сегодня историческое событие – открытие аэропорта. Я уверен, что это историческое событие даст особый импульс развитию нашего государства, нашего отечества, нашим двусторонним отношениям с Россией, сказал Бадра Гунба. Ну а по имеющейся информации 6 мая на маршрут выходит компания «Икар». Вылеты будут осуществляться из Нижнего Новгорода, а с 30 мая iFly из московского аэропорта Шереметьево. Обсуждаются также возможные полеты из Уфы с 3 июня и Казани с 4 июня. iFly уже получила разрешение на 14 рейсов в неделю из Москвы, а Нордстар на 10 рейсов из Москвы и Красноярска. Отметим, что накануне была информация о том, что зайти в Сухумское небо может и крупная российская авиакомпания «Аэрофлот». Однако эту информацию опровергли. Отметим, что открытие аэропорта в первую очередь будет иметь экономические выгоды. Уже сейчас количество бронирования отелей в Абхазии увеличилось на 10% после открытия аэропорта. При этом уже продано более половины туров на летний сезон. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Подробнее тему мы обсудили с политологом Николаем Трапш. Предлагаем вам интервью с ним. Благодарим вас, Николай, что вы в очередной раз нашли время с нами выйти на связь, ответить на несколько наших вопросов. Открытие, первый рейс в аэропорт, который прибыл из Москвы, он наделал шумихи всюду, в соцсетях. Многие, конечно, у нас рады этому событию, его приветствуют. Это то, что ждали люди, и, в принципе, мне кажется, облегчит жизнь очень многим. И это классное событие для нас, историческое. Но, конечно, в Тбилиси пытаются свою ложку дегтя обязательно в эту бочку меда привнести и говорят о том, что якобы все это, ну, мы понимаем, как вам кажется вообще, стоит ли на это обращать внимание, могут ли они действительно как-то повлиять на то, чтобы рейсы перестали летать и не было этого?
Ну, скажем так, я думаю, что повлиять они впрямую на это вряд ли могут, поскольку речь в данном случае не идет о зарубежных компаниях. Но я бы вообще обратил внимание на то, что речь не идет и о базовых российских компаниях. Знакомые как бы названия мы там совершенно не встречаем. И в данном случае, ну, другого выбора у властей в Тбилиси нет, кроме как критиковать, говорить о том, что они повлияют, о том, что они смогут прекратить это авиасообщение. То есть им это предположено их ролью. То есть в данном случае никакой другой реакции от них ожидать было нельзя. Другое дело, что, наверное, нельзя испытывать чрезмерной эйфории от самого факта открытия аэропорта, потому что здесь ключевой момент с тем, насколько будет он загружен, насколько крупные по-настоящему российские авиакомпании в него зайдут, насколько как бы эффективна будет логистика от аэропорта и во всех остальных регионах Абхазии. Здесь еще много вопросов, над которыми надо работать. Но то, что в этом Грузия не поможет, но и не помешает, я более чем уверен. Ну, кстати, по поводу других каких-то авиаперевозчиков, известных там российских фирм, как вам кажется, в этом смысле нет ли причины в том, что они не заходят сюда, в том, что потом они могут подвергнуться каким-то санкциям на вылеты в другие страны по международным направлениям? Не в этом ли причина? Или все-таки это вопрос какой-то экономической целесообразности? Я думаю, что здесь оба фактора присутствуют. Естественно, речь идет и об экономической целесообразности, потому что нужно, чтобы маршрут был востребован, чтобы были люди, которые готовы платить определенные цены за билеты, чтобы существовала и развивалась система бронирования, они были вписаны в нее. То есть этот фактор, безусловно, присутствует. С другой стороны, давайте вспомним, как с точки зрения авиасообщения осваивался Крым после того, как он вошел в состав Российской Федерации. Туда ведь на первых порах летал отнюдь не Аэрофлот и не другие крупные перевозчики, летали как бы такие же малые фирмы, и та же самая ситуация была с мобильной связью. Вот только сейчас мы читаем отзывы и видим, что приехал человек с мегафоном и тут же переключился на местного оператора, но никакого роуминга, ничего нет. Но к этому пришли уже 10 лет практически спустя. То есть странно было бы ожидать, что сходу как бы на вот таком сложном с точки зрения именно внешнего антуража маршруте появились крупные игроки, сразу там по 20, 50, 100 самолетов начало приземляться каждый день. То есть об этом вряд ли сейчас может идти речь. То есть здесь факторы работают, но важно, что начало положено, то есть тут первый шаг, он несомненно самый трудный. А дальше еще много работы предстоит и с тем, как будет выдерживать нагрузки сама инфраструктура аэропорта, и с тем, как будет он востребован у российских пользователей. Ну, мы как бы заведомо предполагаем, что да, будет востребован, но здесь для бизнеса как бы вот это заведомое предположение, это не аргумент. То есть нужна статистика финансовая там по первым там 6, 7, там 10 месяцам, году эксплуатации. И только после этого будет все понятно. Потому что одно дело там курортный сезон, а другое дело это мертвый сезон. Это отдельная проблема, и как бы она тоже будет здесь работать. Поэтому еще предстоит понять, насколько быстро это заработает и с коммерческой эффективностью, и с логистическими всеми трендами, которые сейчас существуют.
Ну, я видела много комментариев от российских пользователей, людей, которые хотели бы сюда прилететь, скажем так, напрямую, игнорируя границу, все эти какие-то, может быть, сложные летом переходы. И их больше всего, кстати, беспокоит то, что, во-первых, не из всех российских городов пока сюда можно прилететь, а во-вторых, цены. Но тут есть ли надежда на то, что, как вам кажется, цены стабилизируются, да, что будут чуть меньше, будет чуть дешевле прилететь в Сухум? Ну, здесь я не экономист, тем более в области транспортной логистики, но с точки зрения как бы общего представления об этих процессах совершенно очевидно одно, что цены снижаются тогда, когда есть конкуренция между авиаперевозчиками, либо когда, как в случае, допустим, с Камчаткой или другими отдаленными регионами России, отдельные виды тарифов датируются со стороны государства. То есть понятно, что датировать тарифы на перелет в Абхазию никто не будет. Это, скажем так, ну ни с какой точки зрения, ни с политической, ни социальной, ни с экономической не работает. А вот что касается конкуренции перевозчиков, тут тоже нужно иметь в виду одно обстоятельство. До той поры, пока присутствует, пусть и несколько, но малых перевозчиков, ну, серьезная конкуренция между ними невозможна. По той простой причине, что они просто не имеют такой подушки для амортизации, чтобы снижать цены и пытаться этим что-то выиграть. То есть есть как бы такой предел их возможностей. А когда это будет действительно подтвержденный с точки зрения экономической эффективности, загруженности, скажем так, логистической отточенности маршрут, или там несколько маршрутов, или много маршрутов из Российской Федерации, когда будет ясно, что это не несет за собой существенных издержек, там, скажем, на других направлениях, тогда, возможно, будут заходить крупные авиаперевозчики, и тогда мы будем говорить, что вот есть там базовый авиаперевозчик, вот есть лоукостеры, которые там возят по сниженным тарифам, там ограничивая там в багаже или там ограничивая в каких-то условиях обслуживания на борту или там по сдаче билетов. То есть сейчас вот эти все привычные для внутрироссийских, да не только для внутрироссийских и для мировых авиаперевозок вещи здесь работать точно не будут. То есть ожидать, что они там через 2 месяца заработают или там через полгода, ну маловероятно. То есть здесь нужно 2-3 года стабильной эксплуатации для того, чтобы все эти вещи начали постепенно внедряться и начали постепенно работать. То есть вот здесь каких-то радужных ожиданий сходу именно в этом направлении, ну, я думаю, не стоит делать. Да. По поводу радужных ожиданий, я думаю, что, конечно, людям хочется мечтать всегда о большем. И, конечно, я думаю, что, возможно, не все понимают какие-то существующие реалии, но, как вам кажется, что можно сказать тем, которые мечтают, например, улететь из Сухума в какие-то другие страны, не российские, по крайней мере, те, которые признали независимость Абхазии? Вот тут что можно прогнозировать? Ну, давайте посмотрим на вещи реалистично. Ну, скажем так, мало того, что стран этих немного, так эти страны еще и находятся на значительном удалении от Абхазии. То есть представить себе там прямой там рейс из Сухума в Венесуэлу на сегодняшний день это из разряда фантастики. То есть у нас не найдется для стабильных авиаперелетов такого количества людей, которые захотят из Сухума туда лететь. Туда из Москвы-то не каждый день летают рейсы, если не сказать, что и реже. А как бы из Сухума это еще маловероятнее. Поэтому, если иметь в виду как транспортное плечо, то есть понятно, что мы там тоже из Ростова, например, даже когда аэропорт работал, не могли напрямую улететь во Владивосток, ну не было таких рейсов. Но с другой стороны, можно было долететь до Москвы, пересесть и так далее. То есть, если в этом смысле, то, что логистика упрощается, то да, безусловно. А если в смысле того, что все флаги в гости к нам, ну это тоже перспектива очень отдаленная, да и прямо сказать, ну не очень видимая, как и эффективная. То есть здесь, скорее всего, как бы, ну, разве что кроме каких-то
таких выставочных рейсов, ну, предположить что-то иное на сегодняшний день маловероятно. Ну, если только там не начнут, скажем, признавать Абхазию страны СНГ там массово, и не начнутся перелеты там, например, в Казахстан или в Белоруссию, но это даже применительно к Белоруссии выглядит как достаточно отдаленная перспектива. Но все-таки возможно. Сухум-Минск мы еще можем представить, или Сухум-Стамбул, как вы считаете? Да ничего невозможного на самом деле нет, просто все работает здесь не по законам, скажем так, политического жанра или не по законам наших желаний. Мировая логистика штука очень прагматичная, как бы, и ну, очень сложно представить себе, что, ну, если только не случится чего-то со Стамбулом, что мы тут будем иметь в Северном Причерноморье какой-то такой мощнейший хаб тоже, еще один. То есть он просто без надобности. Другое дело, что специализацию аэропортов, в том числе и как аэропортов, которые обеспечивают транзитную там, дозаправку самолетов или еще что-то, никто не отменял. То есть здесь тоже можно найти свою нишу и найти свои авиакомпании, которые будут этими услугами пользоваться. Но здесь надо учитывать три обстоятельства. Обстоятельство первое. Мы, конечно, любим наш аэропорт, точно так же, как и нашу страну, но мы понимаем, что на сегодняшний день он объективно имеет ограниченные возможности. То есть для того, чтобы превращаться в хаб, того, что есть, явно недостаточно. Второй момент, даже если мы предположим, что кто-то захочет сюда инвестировать, и такое вполне возможно, есть чисто технические, природные условия, которые, ну, скажем так, ограничивают возможности для расширения. Это ж не в чистом поле все стоит, поэтому тут тоже этот момент надо учитывать. Есть третий момент, как бы все связано с поступательным развитием нашей государственности. То есть вот будем мы экономически привлекательны, будем мы продвигаться по линии продвижения международного, будем мы иметь не только Российскую Федерацию в качестве стратегического партнера, но будем иметь и иных партнеров, которые в нас заинтересованы. Конечно, все будет расширяться, функционировать успешно, и мы будем как бы радоваться, что у нас новые направления, новые рейсы, новые потоки пассажиров и так далее. То есть все это само по себе как бы без вот комплекса этих факторов работать не будет. У нас все в наших руках. Будем добиваться результатов интегрального, будут результаты в конкретной области. Я думаю, это очень исчерпывающий ответ. Большое спасибо, Николай, за ваше время. К другим темам. Европейский Союз пока не получал заявку от Армении на вступление в Евросоюз. В случае соответствующего обращения Еревана в Брюсселе готовы обсудить европейские устремления Закавказской республики. Об этом 28 апреля заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос. Не уточнив, одобрит ли Брюссель заявку или нет, высокопоставленный европейский дипломат лишь подчеркнула, что это желание, уже выраженное Ереваном, показывает, насколько привлекательна сегодня европейская семья, по ее же словам. То, что произошло в парламенте Армении, показывает, что привлекательность Евросоюза сейчас выше, чем раньше. Мы интересны многим странам, полагает еврокомиссар. Национальное собрание Армении 26 марта 2025 года приняло во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. В то же время официальный Ереван заявляет, что хотя данный закон соответствует программе углубления отношений с Евросоюзом и сбалансированной внешней политики республики, он не является непосредственной заявкой на членство в блоке. О том, что одним лишь армянским законом качественного сдвига в европейских устремлениях Еревана произойти не может, из Брюсселя указывают с завидным постоянством. Даже вопрос либерализации визового режима для граждан Армении, переговоры по которому стартовали в прошлом году, по всем признакам не найдет своего разрешения раньше 2028 года. Армения должна пройти ряд процедур, чтобы подать эту заявку, и мы рассмотрим ее, когда
когда она будет доступна. Необходимо выполнить определенные условия, а там посмотрим, отметила главный чиновник Евросоюза по вопросам расширения, не исключив при этом, что Молдавия, один из просителей членства в блоке из числа постсоветских стран, может достичь желанной цели уже к 2029 году. Далее Марта Кос фактически поставила Кишинев в пример Еревану, посоветовав тому не упускать исторический момент. Молдова действительно хорошая ученица из всей группы. Они действительно чувствуют этот исторический момент. И это то, чего мы, возможно, раньше не видели, потому что они хотят принадлежать к сообществу, где важны ценности и демократия, и они хотят сделать все возможное, чтобы этого добиться, рассказала она. Более того, Кос заявила, что в настоящее время нет никаких возражений против возможного членства Молдавии в Европейском Союзе. В отличие, например, от Украины, переговоры о членстве которой в настоящее время заблокированы. Помимо Молдавии и Украины, 3 года назад статус кандидата на членство в Евросоюз получила и Грузия. Однако переговоры Брюсселя с Тбилиси зашли в тупик в связи с резким ухудшением их отношений. В Евросоюзе подвергли правящую партию «Грузинская мечта» жесткой критике за отход от западных ценностей, принятие ряда внутренних законов и грубое подавление массовых протестов осенью 2024 года после прошедших в республике парламентских выборов. Мы могли бы пойти дальше и ввести санкции против Тбилиси, включая заморозку переговоров о членстве или введение безвизового режима, предупредила высокопоставленный европейский дипломат. Впрочем, по словам Кос, разумнее поддерживать диалог с Тбилиси, чем наказывать его. Думаю, что проще всего не разговаривать, но необходимо выяснять, чего хочет другой человек и что вы можете предложить. Поэтому мы сейчас изучаем, как можем реализовать этот диалог, чтобы вернуть Грузию на европейский путь, подытожила еврокомиссар. Итак, на примерах Кишинева и Тбилиси из Брюсселя настраивают Ереван на нужную волну общения с Евросоюзом. Никто и ничего не обещает Армении в связи с выраженными нынешними властями республики курса стать ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС считает это возможным. Подобную формулу выстраивания отношений с блоком, который в настоящее время включает 27 стран, ранее вывел премьер-министр Никол Пашинян. Его, как можно понять, не смущает отсутствие видимой перспективы в вопросе вступления Армении в ЕС. Из Москвы в последние месяцы не единожды предупреждали закавказского партнера по Евразийскому экономическому союзу о несовместимости его членства в других интеграционных объединениях. На этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.